И действительно он был представителем, вот, на моей памяти, последних 4-5 десятилетий, представителем чувашской литературы вообще на всесоюзной арене. На всесоюзной арене. Это, и, когда говорил о чувашской литературе, первый назвали, конечно, Ухсая. Еще был великолепный поэт у вас Хузангай Пидер. Да, Пидер. Да. Хузангай. Это они разные. И недружные были, кстати. Ну, всякие было. Это жизнь, это другая страна. Они что, они разные были, как поэты. Хузангай от земли, это Ухсай от земли, от почвы, от родника. Это Ухсай. А Хузангай немножко от литературы, от такой, как называется, рафинированной словесности был. Они разные. Ну, это культура стиха у Хузангая большая была. Кстати, Хузангаем я встретил в 1940 году первый раз. Опять-таки, где в Ялте, в Доме творчества. Он ведь сидел, и его выпустили, обелили, в 1937-1938 году его посадили. Потом вышел он где-то в Хузангай. Потом, значит, он приехал в Дом творчества писателей. И я о нем знал раньше, у Хузангая, и мы с ним там познакомились близко, и всю жизнь общались с ним. Вот Талвира я хорошо знал, Воробьева, вообще вот молодое поколение. Вот это, я еще раз повторяю, это имя Ухсая. Вот я же говорю, что это целая эпоха была, не только в чувашской литературе, но и вообще не чувашской литературы, чувашской культуры с внешним миром за Чувашией. Он часто бывал в Уфе, у меня дома бывал, долго сидели, или сидим где-то до 12, до часу, потом через улицу его провожаю в гостиницу, он 3 часа звонит мне, стихи писал, слушай, говорит.